Hürmetli dostlar, konaklar, Naim Ферахманович, Азир Исмагилович, товарищ Олешков, Туганнар, Кунаклар, дорогие друзья. Сегодня, хоть и не круглый юбилей, обычно это 50, 75, 100 лет, но все-таки юбилей нашей челнинской родной писательской организации. И вот, проходя мимо выставки, я поймал себя на мысли, что 50 лет тому назад, а в фильме вы увидели, так могла озвучить только Гульзада Мухаммедовна, наш местный Левитан. Прекрасный фильм. Было сказано, что наряду со строителями, монтажниками, плотниками, все, кто приехал на строительство КАМАЗа, были люди творческих профессий. И если положить на весы монтажников, строителей, огромные финансовые ресурсы, и положить на весы то, что наряду со строителями делала наша писательская организация, я думаю, наверное, вклад писательской организации в строительство полумиллионного города и самого крупного в мире автомобильного завода не маленькое. Помните, говорят, вначале было слово. Это где-то, по-моему, от Матфея. Поэтому я думаю, что слово при строительстве Камского автомобильного завода, когда люди со своим языком, со своей культурой, писательская организация, значит, там представители разных национальностей были, приехали сюда, но я думаю, что объединяющим, главным стержнем в строительстве нового города, новой жизни, а люди приехали за новой жизнью, приехали состояться как личности, создать семью, я думаю, что была писательская организация. И вклад ее в становление нового города, в Чистом поле же построили, по сути, город, создали особую челнинскую культуру. Здесь народ охохо, это целеустремленный, палец в рот не клади, со своим мнением, отличным, может быть, от мнения официальных властей, с высоким спросом на справедливость, на честность, на порядочность. И в этих условиях писательская организация, на мой взгляд, я посмотрел статистику, сколько было выпущено прекрасных книг, стихов. Вклад очень огромный. Я хотел бы от имени благодарных челнинцев сказать слова признательности и благодарности за тот большой труд, требующий души, таланта, особого понимания жизни. Писатели, поэты, музыканты, работники культуры по-особому смотрят на жизнь. Взгляд немножко другой, в отличие, может быть, от руководителей, управленцев, чиновников. И этот особый взгляд, зачастую не совпадающий с взглядом других людей, помогает на самих себя посмотреть со стороны, оценить нашу с вами повседневную жизнь, остановиться, задуматься, понять, что есть особые ценности в жизни. Дружба, любовь, взаимопонимание, терпимость. Поэтому я думаю, что эти лучшие человеческие качества наша писательская организация все эти 40 лет поднимала на щит, несла и доносила до людей и воспитывала наших граждан. От имени руководства города, от чистого сердца хотел сказать вам огромные слова благодарности, признательности, за ваше служение нашему челнинскому народу. Огромное вам спасибо. С праздником!
Тасыр 100 еллыгы медальләрен тапшыру тантанасын башлыйбыз. Республика һәм шәһәр социаль-экономик үсешенә керткән зур өлеше, күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Татарстан Автоном Совет Социалистик Республикасы төзелүгә 100 еллыгының истәлекле билгесе белән шагыйрь, прозаик, атказанган мәдәният хезмәткәре, язучылар берлегенең чаллы бүлеге җитәкчесе Факил Миннемөхәммәд улы Сафин бүләкләнә. За многолетний плодотворный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие города и республики памятным знаком 100 лет образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики награждается поэт, публицист, председатель Татарстанского отделения Союза российских писателей Николай Петрович Олешков. Бәйрәмебезне Сәйлән бию ансамбле башкаруында бәйрәм бию дәвам итә. Каршы алыйк алкышлар белән яшь чаллы яшьләрен.